Сегодня мы посмотрим с вами очень короткую ленту. Она называется «Эхо веков». Фильм, который рассказывает о многих народах нашей необъятной Сибири. Дело в том, что фильм – это о музыкальном инструменте, который большинство из нас знаем под названием хамус, а в общем-то он встречается у многих народов мира. У эстонцев он называется пармупель, у казахов шанкобас, у итальянцев маустрёмель. А в общем-то, вы знаете, если взять географию этого инструмента, много стран имеет этот инструмент. У русских он назывался варган. У ульчей удивительный этот инструмент деревянный, макури. У долган это из оленей лопатки. А большинство людей делают этот инструмент, язычковый щипковый инструмент, из металла. Этот инструмент разнесли по свету пастухи. И вот на истории этого инструмента видно, как взаимодействие культур работает, в общем-то, на уровне общения людей. Я не знаю, как этот инструмент попал в Америку, но когда я в Америке снимала у профессора Крейна, собирателя этих хамусов в Америке, то он мне показал фильм, где играет знаменитый Генри Фонда, играет президента Линкольна. Линкольн едет на лошади и играет на хамусе. А что это ты играешь? Не знаю. Неплохо, да? И интересно, что в Америке на этом инструменте играют не аборигены, пастухи, которые занимаются скотоводством. Но самый знаменитый человек, который занимался хамусом, это наш Иван Егорович Алексеев. Он сейчас директор института, а когда мы начинали фильм снимать в 80-м году, он еще был аспирантом у казахского профессора консерватории Булата Шамгалевича Сарыбаева. И тогда вот я еще до Якутии снимала для казахов фильм о музыкальных древних инструментах. И мне рассказали студенты консерватории, что вот есть на Мангышлаке такой старик, который изготавливает древние музыкальные инструменты. И мне удалось, значит, уговорить профессора Сарыбаева полететь вместе с нами на Мангышлак, в пустыню. Но мы были молодые, группа у нас была молодая, камера была конвас. Мы полетели и снимали старика-пастуха, который изготавливает инструменты. Среди инструментов этих был шанхобас, у казахов хамус называется шанхобас. И он еще изготавливал такие флейты деревянные, и была флейта у него глиняная, тастаок. Съемки были сложными, в общем, там была масса приключений, историй достаточно грустных. Мы попали там в аварию, пустыня, шли пешком вместе с этим профессором Сарыбаевым, большим тучным человеком, выжили, вынесли материал свой, все нормально. Но перед уходом я спросила этого старика, вы знаете, так было интересно, как он был одет, этот пастух, старик. Он был одет так, как вот одевается, допустим, где-нибудь во Франции человек искусства. Свитерок, он весь такой тщедушный, худенький, скромные такие брюки, очень скромное лицо и очень тонкие пальцы у пастуха у этого. И я ему говорю, скажите, для чего вы изготавливаете эти инструменты? Вы ведь фактически живете здесь один. И на мой вопрос он мне вдруг сказал, ты знаешь, мы живем здесь, и птицы летят весной и пролетают мимо нас. Они летят в другие страны. И осенью эти птицы опять пролетают мимо нас. И вот когда я играю на этом инструменте, глиняная такая окарина, у казахов называется тастаок, глиняная курица. Вот я играю на ней или играю на шанхобазе, птицы кружат и кружат и кружат вокруг нас и не улетают. Я хочу, чтобы они увидели, как хорошо здесь у нас, как прекрасна эта наша степь. Представляете? Вот для меня лучших слов
о том, для чего нужно искусство, я больше нигде не слышала, наверное. Поэтому фильм наш, коротенький, маленький, который мы назвали «Эхо веков», он как раз-таки о том, что люди на Земле связаны между собой. Часто их связывает искусство. Посмотрите фильм, он называется «Эхо веков». По-русски варган, по-казахски шанкобыс, по-эстонски пармупель, по-якутски хамус. Под такими названиями этот музыкальный инструмент еще в давние времена бытовал среди самых разных народов. Говорят, его разнесли по свету пастухи. На хамусе нет простого звука. Так тот, кто играет на хамусе, передает свои чувства и свои мысли через этот музыкальный инструмент. Так раньше, когда у нас не было грамоты, якутская девушка объяснялась в любви через этот музыкальный инструмент. Енді қазақта шаңқобыз дейді, у всех же есть такие. Этот инструмент называется у казахов шаңқобыз. На нем в основном играют женщины и девушки. У нас у Долган барганом любили играть во время праздников и в торжества. Это моя бабушка рассказывала, что барган делают из оленей кости, из ноги. И на нем играли молодые, когда пасли оленей, когда отдыхали. И это наша единственная музыка была. В руках у меня эстонский народный инструмент пармупель. Но перевести его можно как инструмент шмель. Но говорят у нас, что у хорошего ребенка много имен. И пармупель называют еще коннапель как инструмент лягушка. Когда ты был молодым, больше внимания обращала, а сегодня почему-то с охоты вернулся и не улыбаешься. Как можно все это понять? А листья, когда шуршали, когда березы расцвели, если были бы мы только вдвоем, те молодые, как раньше были, тогда я бы сказал тихо в ухо. Она через хамус могла обрисовать этого человека. Глаза, брови, губы, лицо и его походку. Смысл этой песни заключается в том, что муж приходит домой и начинает петь. Вот жена, Матрена, вот я пришел домой, а там какие-то сани стоят, я захожу домой, и здесь чужие вещи валяются. В чем дело? Скажи мне, скажи.
Известно, что тувинские шаманы пользовались темир-хумусом. Но неизвестно, что якутские шаманы или шаманки не пользовались этим инструментом при камалании. Но исторический документ есть. Однажды в город Верхоянск приехала шаманка по имени Дерельер, в переводе «прелестная». Она имела при себе 7-8 посеребряных хумусов и деревянном футляре. Пармупель. Под такими названиями этот музыкальный инструмент еще в давние времена бытовал среди самых разных народов. Говорят, его разнесли по свету пастухи.